Испокон веков ижемцы в одну из белых ночей в канун сенокосной поры выходили гулять на лугах, лудом войлуну. Время, кстати, выбрано не случайно. Уж потом праздновать что-либо до самой зимы будет некогда. Раньше праздник проводили на острове, в междуречии рек Ижма и Курья. Такое место тоже не случайно. Переходное место – остров, переходное время – с заката до восхода солнца. Имели большой сакральный смысл. В середине 30-х годов XX века традиция проводить луд прервалась. Возобновились гуляния только в 1997 году. В советское время сволим. Меня ставили райком партии, мы прекрасно с ними еще вам, например, хоры след. В советское время ведь как было, что прикажет райком партии петь, то мы и поем. Однажды в какой-то поездке, кажется, это было в Перми, нам сказали, что мы копируем выступление ансамбля Асьяке. Нам было обидно. Мы стали ездить по району в поисках старинных текстов песен, спрашивали бабушек, как раньше праздники проходили. В этих же фольклорных поездках выяснилось, что какого-то общего праздника с одним названием у ижемцев не было. Спрашивали пожилых людей. В разных селах они назывались по-разному. Власти, например, праздник называли Калина. Но все они были похожи друг на друга. И мы решили, а почему бы не сделать общий праздник? Потихоньку восстановили когда-то забытые гуляния. И вроде у нас получилось. Дали празднику название «Луд», что в переводе с коми обозначает луг, место проведения гуляний. Праздник Луд сегодня называют брендом, визитной карточкой Ижемского района. И кажется, как будто он был всегда. Теперь он объединяет всех ижемцев, проживающих не только в Коми, но и далеко за пределами республики. В настоящее время гуляния проходят в селе Ижма в конце июня, в начале июля. Люди приезжают с самого утра со всего района, из ближайших и дальних деревень. Торгуют, развертывают подворья, показывают старинные промыслы. Здесь можно поиграть в забытую старинную игру. Пасут, и значит, кулаки просто больше. Нет, совсем правильно. Попробовать местные блюда и попить чайку из далекого кельчиюрского колодца, например. А вот чайные столы скотен, будем кельчиюрский чай, валс, колодец, то есть бурнявыш. Мне вот с утра приемами ми бодрешь, мне охота горы свернуть. Каждый принимает правила игры и становится участником некого действия. Сизябск – исконно оленеводческое село, ставит чум. Каждый может зайти, посмотреть и даже потрогать настоящие вещи настоящих оленеводов. Мохча и Гам славятся лошадьми. Они организуют конные скачки. В начале 20 века праздник с этого и начинался. На острове собирались молодые всадники, они пригоняли табун лошадей, чтобы вытаптывать площадку для гуляний. Это действие, кроме практического, имело и магическое значение. Кони, вытаптывая траву, несколько раз огибали остров. Делали как бы круг, который будет оберегать людей от злых сил во время гуляний, а потом и весь год. В настоящее время традиция преобразилась в конные соревнования. Участники – юноши и девушки со всего района. В 1988 году мы празднуем 70 лет образования первого совета Мохче. Соревнования начали проводить с 1988 года. Тогда был юбилей села Мохча. И теперь каждый год и летом, и зимой проводятся скачки. Соревнования устраиваем даже между нашим Ижемским районом и Усть-Илимским. Надо было придумать что-то, что сплачивало бы людей. Много людей приходит посмотреть зрелищные соревнования. Некоторые специально ради этого приезжают в Ижму.
С каждым годом самих участников становится меньше. И это не от того, что количество лошадей уменьшается. Их в районе 1000. Доволен мы, ездить за мной, видите, но участники США. Коммун витва заяча, меня нас за мной вылез. Доволен, что люди приходят, но 35 участников – это для нашего района маловато. В последнее время такая тенденция пошла. Я думаю, это из-за того, что молодые люди начали чистокровных рысаков покупать ради этих скачек. А разве могут местные лошадки соревноваться с чистокровными? После конных соревнований начинается многокилометровое шествие Ижемские ворота. Это настоящее дефиле. Женщины одеваются в красивые парчевые сарафаны, многие костюмы перешли им по наследству. Кажется, по главной улице течет разноцветная река. И эта река плавно течет и несет свои многоцветные воды на луг, что расположен рядом с мостом через Ижму, Зареченским селом. Для удобства людей именно там, а не на острове, проходят ночные гуляния. После общего хоровода начинается конкурс красоты. Коми-красавицы из разных сел района выходят на сцену и показывают свои таланты. Подружки-красавицы в это время демонстрируют рукоделие своей подопечной, угощают зрителей пирогами и пиццей. Именно зрители, как и много лет назад, выбирают самую красивую и талантливую невесту. В это время повсюду зажигаются родовые костры. Приходят с семьями, с коллегами, с друзьями. Главная особенность Луда в том, что здесь нет зрителей. Каждый становится участником действа. Каждый может заглянуть на огонек соседу, и его здесь радушно примут. Хорошо, что есть такой праздник. Он объединяет и сплачивает. Людям надо встречаться. Нельзя же все время дома сидеть, телевизор смотреть. Костер – обязательный атрибут гуляний. На севере, несмотря на середину лета, ночи холодные. Температура опускается почти до 0 градусов. Без огня здесь никак, поэтому самый ходовой товар на гуляниях – дрова. До утра дров хватает не всем. А мы бошки мыпса, а 7 рублей. Откуда дрова несете? А вот купили. Вон там с машины продают. 7 рублей одна полежка. За эту охапку 50 рублей отдали. Песни, пляски, старинные спортивные игры и состязания. Заканчивается праздник этнодискотекой при свете костров и восходящего солнца. Самое удивительное в этом празднике то, что очень много молодежи приезжает на Луд. Все участвуют в разных обрядах и действиях. Здесь смешались современность и традиции, практическая сторона и обрядовая. И хотя давно никто не вкладывает в действие особый магический смысл, все с удовольствием играют в эту чудную, давно придуманную игру. И еще Луд – это уникальная возможность для ижемцев почувствовать свою общность.